Перед началом просмотра обязательно поставьте лайк и оставьте свой комментарий. Они нам очень важны. Туркменскому студенту в России грозит отчисление и депортация за антиправительственный пикет. 18 февраля туркменский студент третьего курса Калмыцкого государственного университета в городе Элистам Алик Аламурадов вышел в центр города, чтобы провести одиночный пикет против политики правительства Туркменистана, которая не дает возможности пересылать учащимся в зарубежных вузах деньги. Об этом сообщают правозащитники ЦП «Мемориал» и Туркменского Хельсинского фонда. На развернутом плакате было написано: «Туркменский диктатор лишил нас денег. Это геноцид против народа». Через 15 минут Аламурадова и его приятеля, студента из Узбекистана, снимавшего пикет на видео, задержали полицейские. 22-летний Алик Аламурадов с июля 2020 года ведет свой канал на YouTube под названием «За честь Туркменистана», на котором часто жестко критикует туркменские власти. Из-за этого на родителей студента, живущих в Дайханском объединении Чишкынца-Корчагинского Этрапа, района, Марийского вилаята, неоднократно оказывалось давление со стороны правоохранительных органов. Их вызывали в полицию, требуя, чтобы их сын закрыл канал и перестал критиковать власти. В городском отделе полиции задержанного допрашивали в течение 5 часов, выясняя данные студента и причины, по которым он вышел на пикет. Аламурадов рассказал, что из-за проблем с конвертацией, учащиеся за рубежом студенты остались без денег. Он был уверен, что российское законодательство предусматривает проведение одиночных пикетов без необходимости заранее уведомлять местные власти. Однако в полиции ему заявили, что на иностранцев эта норма закона не действует, и составили протокол об административном правонарушении. Кроме того, представители правоохранительных органов отказались признавать пикет одиночным, так как там присутствовал оператор, который снимал происходящее на видео, что также посчитали за участие в акции. Аламурадова предупредили, что по решению суда ему может грозить штраф и депортация. После составления протокола в полиции со студентом провели 5 бесед представители вуза, во время которых на него оказывали психологическое давление и угрожали отчислением. Ректор, проректор и его помощник, руководитель отдела по международным связям и представитель деканата пытались выяснить, зачем он вмешивается в политику, и кто посоветовал ему выйти на пикет, поддерживают ли его другие туркменские студенты и кто из них наиболее активен. Аламурадов в ряде случаев сообщал собеседнику выдуманные имена. На попытке объяснить финансовые сложности, с которыми столкнулись туркменские студенты, ректор Бадма Салаев ответил, что администрация вуза знает о проблеме. Как сказал Салаев, мы уже 4 раза направляли в консульство письма, но ответ до сих пор не получили. Представитель отдела по международным связям попытался позвонить в туркменское консульство в Астрахани, чтобы студент сам объяснился с консулом. Но когда Аламурадов включил режим записи, чтобы зафиксировать разговор, чиновник попытался силой отнять телефон. 22 февраля представители оппозиционных движений разослали открытое обращение в российский МИД, Минобразования РФ, МВД Калмыкии, руководству университета и правозащитным организациям, в котором призвали власти Российской Федерации и руководство Калмыцкого государственного университета имени Городовикова не подвергать риску жизнь Маликберди Аламурадова, лишив его свободы слова, отчислив его с учебы за его политические убеждения и допуская его депортацию обратно в Туркменистан.